Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает марафон «Сейф АТР». Голос Крыму має бути в эфире. И начнем мы с приятной новости. За дипломатический талант и защиту прав человека лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев получил медаль от Министерства иностранных дел Чехии. Ее лично вручал посол Чехии в Украине Радик Матлу. Это происходило в офисе Меджлиса. И, как заявил посол, в Чехии помнят Мустафу Аджемилева и ценят его вклад, ценят его борьбу с режимом, советским режимом и его борьбу с незаконной и преступной оккупацией Чехии в 1968 году. И, как заявил посол, эта медаль – это благодарность от всего чешского народа. Вот с такой новости мы начнем, а продолжим ее нашими сегодняшними событиями. И связаны они с нашей как и внутренней, так и внешней политикой. И вот сегодня стало известно, что офис президента Украины готовит встречу и телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Киев намерен добиваться более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию в Крыму и на Донбассе. Вот давайте послушаем, що об этом заявили в Офісі президента. Вже налагоджено контакт з адміністрацією нового президента США, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з державним секретарем США. Ну вот такая короткая новость, которая сегодня должна, наверное, стать тоже предметом для обсуждения, почему и как мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, как новый президент повлияет на ситуацию в политике США, на борьбу с Россией, с ее агрессивными намерениями контролировать как минимум оккупированные территории Украины, влиять на внутреннюю политику Европы и даже Соединенных Штатов Америки. И еще сегодня хочется сделать объявление. Завтра, в день сопротивления российской оккупации, 26 февраля, в Геническом районе Херсонской области состоится автопробег. Участники соберутся в 9:30 возле Дома культуры в Новоалексеевке. Оттуда поедут на контрольно-пропускной пункт Чонгар для того, чтобы там вывесить два флага. Украинский флаг и крымско-татарский. Это традиционная акция, в которой участвуют как и жители Новоалексеевки, так и все, кто желает к ней присоединиться, для того, чтобы продемонстрировать свое желание и намерение деоккупировать Крым и продемонстрировать это оккупантам, которые наверняка будут наблюдать это со своего контрольного пункта, который они незаконно установили на въезде в Крым. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этой акции и в очередной раз уже традиционно поднять государственные флаги и флаг крымско-татарского народа как символ того, что Крым – это Украина. Сегодняшний день еще я ознаменовался тем, что президент Польши Анджей Дуда поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского за приглашение к участию в Крымской платформе. Об этом говорится в обращении пресс-службы Офиса президента Украины по результатам телефонного разговора между Дудой и Зеленским. Ну, тоже можем послушать заявление Анджея Дуды. Української держави запросив президента Польщі відвідати Україну і особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті Кримської платформи. Дуда подякував за запрошення взяти участь у проєкті «Кримська платформа» і запевнив, що зробить все можливе, щоб відвідати святкування річниці української незалежності. Как известно, саммит Крымской платформы планируют провести этой весной, уже ближе к 18 мая, такой установочный форум для того, чтобы анонсировать уже проект к Дню независимости, чтобы в августе можно было уже говорить о начале работы этой платформы. К ней привлекли уже десяток стран, это страны Европейского Союза, в нем будет участвовать и Соединенные Штаты Америки.
планах и о развитии этой темы мы будем говорить чуть-чуть позже. А сейчас мы поговорим о крымских новостях, точнее о новостях, связанных с оккупированным Крымом. Как известно, после оккупации Крыма полуостровом там происходят жестокие репрессии по отношению как к коренному народу, так и ко всем, кто против оккупации полуострова. Людей по надуманным обвинениям сажают в тюрьмы, присуждают к огромным срокам безумным, обвиняя безосновательно в терроризме, и похищают людей. На сегодняшний день это уже десятки человек, которые были насильственно выкрадены, и судьба них неизвестна. Вот и им, 15 таким людям в Крымсоц сегодня посвятили выставку. И вот с нами на связи Евгений Ярошенко, аналитик Крымсоц. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Расскажите поподробнее, что это за выставка, почему именно 15 человек? Да, почему 15 человек? Почему именно такому числу мы посвятили выставку? По нашим подсчетам, за 7 лет оккупации Крыма на полуострове произошло 44 случая насильственных исчезновений. Из них 6 человек — это те, которые были найдены мертвыми, включая Ришата Аметова, первая жертва российской оккупации. Также из 44 человек, которые стали жертвами насильственных исчезновений, 15 — это тех, которых до сих пор не найдены. Про них неизвестно, живы они или нет. Неизвестно, где они содержатся и в каких условиях. Их родственники годами живут в неопределенности, теша себя надеждой один день увидеть своего мужа, сына, отца или брата живым. Эта надежда иногда переходит в полнейшее разочарование, поскольку прошло уже почти 5 лет с момента последнего такого исчезновения, и при этом нету никаких новостей о судьбе человека. И поэтому наша организация Крымсоц организовала такую выставку в здании Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, которая находится возле Европейской площади, такую небольшую галерею, и в ней представлены истории этих 15 лиц, как они пропали, при каких условиях, чем они занимались и так далее. Для того, чтобы напомнить украинскому обществу о тех ужасных вещах, которые происходят на территории оккупированного полуострова и которым в украинском информационном пространстве не так много внимания уделяется. Кто эти 15? Расскажите о них. Да. 15 человек. Кем они являются? Насильственные исчезновения проходили в несколько этапов, несколько волн насильственных исчезновений. Первая волна — это были проукраинские активисты. В частности, это были Валерий Ващук и Иван Бондарец, активисты Евромайдана из Ровного, которые приехали в Симферополь в начале марта 2014 года, чтобы поддержать проукраинские силы накануне так называемого референдума. Это Василий Черныш, бывший сотрудник СБУ, который боролся со своими бывшими коллегами, которые предали Украину и стали коллаборантами уже в составе ФСБ. Это Тимур Шаймарданов и Сейран Зенединов, основатели Украинского народного дома, которые в мае 2014 года в условиях оккупации наважились оказывать мирное сопротивление. И были похищены с интервалом 4 дня. Дальше, следующая волна, это были в основном крымские татары. Те крымские татары, которые исчезли, они, много из них были родственниками или же непосредственно какими-нибудь известными активистами, которые боролись с нарушениями прав человека. Например, похитили сына и племянника известного ветерана крымско-татарского национального движения Абдурашида Джапарова. Сына зовут Ислам, племянника Джевдет. Ну и последний такой случай, это произошел в мае 2016 года, когда на объездной дороге Бахчисарая
люди в форме сотрудников ГИБДД, это российская транспортная полиция, затащили в белый микроавтобус Эрвина Ибрагимова, известного регионального активиста Меджлиса. Какие попытки предпринимаются с нашей стороны, нашими правозащитниками? Может быть, совместно вы и контактируете с правоохранителями для того, чтобы выяснить судьбу этих людей? Ну, в первую очередь со стороны украинских властей предпринимаются попытки, но мы понимаем, что эти попытки не очень успешны, хотя бы по той причине, что Украина не имеет физического доступа к Крыму и не может получить нужное количество вещественных доказательств. Далее это усложняется тем, что много свидетелей и даже некоторые родственники боятся об этом говорить из-за угрозы репрессий или за угрозы самим повторить судьбу пропавших. Много правозащитных организаций ведут активную работу в этом направлении, включая нашу организацию «Крымсос». В частности, в декабре 2020 года мы представили отчет, это уже второй отчет по жертвам насильственных исчезновений в Крыму. И этот отчет охватывал детальное описание вот этих 15 случаев, про которых мы рассказывали во время открытия сегодняшней выставки. Также наша организация принимала участие в сессии рабочей группы ООН по насильственным и добровольным исчезновениям, где мы рассказали о систематическом характере этих преступлений, которые совершает российская оккупационная администрация. Много правозащитников ведут работу на уровне Европейского суда по правам человека, подавая индивидуальные жалобы против России в связи с тем, что насильственное исчезновение это является комплексным нарушением прав человека. Вот вы вспомнили про Эрвина Ибрагимова, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар, который был похищен в Бахчисарае возле своего дома сотрудниками дорожной полиции России. Ситуация настолько страшна и парадоксальна, что вот сейчас во время так называемых судов, которые идут в оккупированном Крыму против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, суд вызывает Эрвина Ибрагимова для дачи показаний. И на полном серьезе, что так называемые прокуроры, что так называемые судьи, зная, что этого человека невозможно найти, что они его сами не ищут и не хотят этого делать, они сами его и похитили, это наверняка и знают, что с ними и где он, они делают вид, что этот человек по-прежнему живет в Бахчисарае и вызывают его на суд, на полном серьезе ждут, когда его туда доставят. Вот ситуация настолько тупиковая и безвыходная, да, в поиске этих людей? Или есть какая-то надежда хоть что-то о них узнать? Конечно, правозащитники делают все возможное, чтобы прояснилась какая-то судьба этих людей. Конечно же, используется механизм рабочей группы ООН по делам насильственных недобровольных исчезновений. Там, кстати, именно дело Эрвина Ибрагимова также рассматривается. Это может быть инструментом мягкого давления на Российскую Федерацию, поскольку эта рабочая группа постоянно отправляет официальные запросы в компетентные органы Российской Федерации для того, чтобы напомнить им о том, что необходимо искать пропавшего Эрвина Ибрагимова, необходимо эффективно расследовать все обстоятельства произошедшего и так далее. Вы вспомнили этот ужасный случай, когда его вызывали в качестве свидетеля по делу Мустафы Джемилева в так называемый армянский суд. Это нужно сказать, что этот случай можно квалифицировать как пытки в отношении Умера Ибрагимова, отца Эрвина, поскольку родственники тоже являются жертвами насильственных исчезновений ввиду того, что они годами не могут получить никаких новостей о судьбе своих пропавших родственников. А такие действия со стороны оккупационных правоохранительных органов очень негативно
оказывают влияние на психологическое и физическое здоровье близких раввинов. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Евгений Ярошенко, аналитик Крымсоц, рассказал нам о выставке, которая была посвящена 15 похищенным жизням. Именно так называлась эта выставка. О судьбе этих 15 человек, точнее о том, что неизвестно об их судьбе на сегодняшний день ничего, и все попытки наших правозащитников и правоохранителей выяснить пока безуспешны. К сожалению, такая ситуация в Крыму уже длится не первый год. 26 числа уже 7-я годовщина сопротивления, а чуть позже и так называемого присоединения по факту оккупации полуострова. И до сих пор какой-то ясности и понимания, что с этими людьми и что будет с оккупированным Крымом, до сих пор нет. Да, есть инициативы наших властей активизировать тему Крыма на международных площадках. Очень большие надежды наши власти возлагают на Крымскую платформу, которая должна стать таким майданчиком, такой площадкой для очередного давления на Россию, на попытки повлиять на ее позицию и освободить и Крым, и оккупированный Донбасс. Но на сегодняшний день эти попытки всего мирового сообщества пока не увенчались успехом. И мы видим, что даже санкции, которые вводят и США, и Европейский Союз, они не дают ожидаемого результата, а многие оценивают их как слишком мягкими и не очень эффективными. И то, как реагирует на них Россия, это только подтверждает, потому что мы наблюдаем достаточно истеричное и хамское отношение России к своим европейским, как они говорят, коллегам. Это проявляется и в эфирах пропагандистских российских каналов, и на международных площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН, когда представители России позволяют себе ерничать, насмехаться над представителями дипломатии, представителями европейских стран. Кроме преступлений против прав человека, кроме похищений и судов, есть еще один отдельный кейс у правоохранителей. Это преступления против журналистов в оккупированном Крыму. И мы будем об этом говорить сегодня с Александром Павличенко, исполнительным директором гражданской спилки «Украинская Хельсинская правозащитная группа». Сейчас наши редакторы с ним связываются. А пока я, собственно, расскажу новость, которая даст нам повод для этого разговора. Офис Генпрокуратуры, офис Генпрокурора и прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя вместе с правозащитниками, в том числе и Украинского Хельсинского союза по правам человека, подписали уже очередное, 10-е информационное обращение в офис прокурора Международного уголовного суда, которое касается как раз фактов преследования России журналистов в оккупированном Крыму. Это случаи и похищения, вернее, задержаний журналистов, и арестов журналистов общественных, журналистов Крымской солидарности, которые ведут постоянные стримы с облав, которые устраивают оккупанты на полуострове. Это и уголовное преследование, такое, как мы знаем по делу Николая Семины, крымского журналиста и обозревателя Крым Реалий, когда он был условно осужден за свою профессиональную деятельность. Оккупанты его обвинили в посягательстве на территориальную целостность, если я не ошибаюсь в точности формулировок, за статьи как раз о том, что происходит в оккупированном Крыму. Он был лишен права заниматься своей профессией, ему фактически на несколько лет закрыли рот, не позволяли работать. Слава богу, этот срок даже условный уже прошел, и Николай Семина смог выехать на материковую Украину и продолжить свою журналистскую деятельность.
В этом кейсе может быть и история и нашего телеканала АТР, которому не дали возможность рассказывать, жить в свободном украинском Крыму. Но вот, как мне подсказывают редакторы, с Александром Павличенко мы пока еще не связались. Это будет несколько позже. Сейчас с нами на связи Борислав Береза, народный депутат 8-го созыва. Добрый вечер, Борислав. Добрый вечер. Мы начали уже тут обсуждать тему, связанную с нашими правоохранительными органами, которые подготовили уже 10-е обращение в суд, Международный суд по правам человека в кейсу, связанному с преследованиями журналистов в оккупированном Крыму. Хочется узнать ваше мнение, вашу позицию, вашу оценку тому, что сейчас делается нашими правоохранителями, нашими силовиками для того, чтобы создавать эту базу для будущих судов, для действующих судов, для того, чтобы Россию смогли таки привлечь за нарушение прав человека. Сегодня я встречался с Иваном Лещиной, это замминистра юстиции, который как раз курирует вопросы в ЕСПЧ. Я встречался с ним, потому что сам сейчас сопровождаю одно из дел, которое рассматривает ЕСПЧ, это по концлагерю изоляция в Крыму. И в рамках этого переговоров также Иван похвастался, это действительно откровенно, о достижениях, которые есть. Сейчас известно, что действительно набивается определенный набор кейсов. И в сентябре мы рассчитываем на то, что это перейдет к фактическому какому-то такому начальному распределению. К сожалению, ЕСПЧ не очень быстрый суд. Системный, но не быстрый. Поэтому решение мы получим. Я уверен, что оно будет положительным. Другое дело, что, к сожалению, мы не можем получить его так, как хотим сейчас, и чтобы уже признание о вине России, Российской Федерации и людей, которые работают на Российскую Федерацию, было вынесено как можно скорее. К сожалению, это процесс. И этот судебный процесс будет проводиться в ЕСПЧ, Европейском суде по правам человека, поэтапно, согласно процедуре. Потому что для них процедура превыше всего. У них не могут позвонить в суд, принять решение, или просто потому, что это надо, и потому что мы понимаем, что это плохо. Нет, все идет по процедуре. Вы сказали, концлагерь изоляция в Крыму, вы имели в виду все-таки в Донецк? Концлагерь изоляция в Донецк. Извините, это оговорка. Да. Ну, я чтобы уточнить, чтобы не было потом недоразумений. Да, это концлагерь изоляция, которая сейчас есть в Донецке, где до сих пор содержатся люди, где прошло огромное количество людей через этот концлагерь, где пытали, где воздействовали психологически, физически на людей, где ломали людей, где страшные вещи с ними делали, используя электроток, колючую проволоку, в общем, плоскогубцы. Это даже не садизм, это какой-то моральный угоды, те люди, которые это делают. Но это будет кейс, который будет отдельно рассматриваться в ЕСПЧ. И в рамках также межгосударственного обращения, которое также будет делать Украина. Вот на этом фоне, на фоне того, что происходит на оккупированном Донбассе, появилась информация, сегодня Цензорнет опубликовал разговор Виктора Медведчука с Сурковым, куратором Кремля, который курирует в Москве Донбасс, о переговорах, связанных с поставками электроэнергии российской компании в оккупированный Крым. Это старый разговор, но там есть интересные подробности, связанные с кейсом по обмену пленными. То есть сегодня, когда президент Зеленский закрыл медведчуковские каналы и ввел санкции против самого Медведчука, вот интересно посмотреть. У многих возникали вопросы, почему этого не было раньше. И вот давайте послушаем фрагменты этого разговора и попробуем понять, почему этого не было раньше.
Короче, ждали, вчера вечером выдали постанову, да? Ну, такая постанова, в принципе, устраивает нормально, но нам надо ввести для публичности тендер по поводу поставки в Крым. Ну, хорошо, ввели, вопрос, тендер на поставку, ну, ты вдумайся только, да? Я говорю, ну, кто же туда будет поставлять, кроме тех, кто даст ту цену, которую мы договорились? Мы договорились 2,99, я говорю, кто ее даст, если сегодня поставляет по 3,43? Ну, все равно тендер пусть проведет. Ну, хорошо, ну, мы тендер выиграем. Да нет, там на тендер никто не заявится. Короче, я вчера вечером разговариваю, позвонил президенту в Австралии. Я говорю, послушай, ну, цирк продолжается. Он говорит, так, смотри, попроси, чтобы был контракт с этой нашей структурой, о которой ты договорился, ну, точнее, ты понял, какая она наша, да? Понятно. Да, с Интеррао и структурой Интеррао в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. И мы сейчас этот, якобы там, ну, тендер уже пишут, мы этот тендер проведем, там будет единственный участник, никто же не заявится, но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем, соответственно, наш Укрэнерго. Он говорит, ну там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина, будет. Я говорю, ну конечно будет. Мы же два одновременно подписываем с Интеррао в России и со структурой Интеррао в Крыму. Это же гарантированные поставки. Два контракта. Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить. Чего? Смотри, значит, ты предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат. Я знаю, что ты там можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ну ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Ты согласен? Я думаю, тебе это в плюс, что пусть. Ну не, ну да, но ты не возражаешь, нет? Не, я 100% не возражаю. Забирай всех. Там просто есть проблема, ну ты это хорошо знаешь. Ну вот такой разговор, прокомментируйте. Ну что могу сказать, цинично абсолютно. Когда я слышу фразу «я могу там поиграть», мне это выгодно. Что я могу сказать? Медведчук четко отреагировал на то, что ему выгодно, и понимал, что его партнеры в России ему помогут. Но это если мы говорим о том, что это реальная запись. Да, если это... Да, мы говорим об этом. То есть тогда я даже не... Ну, честно говоря, вот канву моего мировосприятия Медведчука это вписывается абсолютно. То есть для него достаточно циничное отношение к остальным людям. Более того, он использует свои знакомства в России не для того, чтобы освободить украинцев, а для того, чтобы ему это было в плюс. Все понятно. Тут даже вопросов. Ну, и при этом он спрашивает разрешение у Суркова. То есть тут понятно, это вообще, кто... ну, скажем так, знаете, я хочу сказать, притом он так рассказывает, разговаривает. В общем, во всей этой истории очень много грязи. И я нисколько не удивлен. Циничность украинской политики, к сожалению, зашкаливает. Ну ведь хочется понять, действительно ли Медведчук был единственным вариантом, с которым нужно было договариваться, которого должен был просить президент, чтобы вести переговоры о поставках электроэнергии, которую блокировали активисты, устроили электроблокаду, и договариваться именно с Медведчуком об освобождении наших пленных. Неужели не было... Для меня вообще загадка, о чем можно было договариваться с Медведчуком, но я понимаю, что это тот самый вариант России, который они озвучивали, одного окна. Только через Медведчука все контакты и так далее. То есть вполне возможно. Но если честно, меня не удивляет то, что они работали через Медведчука. А то, что Медведчука использовали, ну что ж, я думаю, что... Хорошо, что мы вернули через него кого-то в Украину. Плохо, что дали ему возможность подняться. Как вы оцениваете эффективность санкций РНБО, наложенных на Виктора Медведчука? Мне пока интересно, кто будет контролировать этот продуктопровод, который есть. Это очень интересный вопрос. Мне интересно будет, кто будет получать с этого дивиденды, потому что АРМА должна будет передать какой-то структуре. Это очень интересная история. Там есть белорусские корешки от этой истории. Кто там будет участвовать? Российские корешки. То есть, ну, вы же понимаете, что просто так его не наполнить ничем. Там уже согласие белорусской и российской стороны. Поэтому очень интересно, как будет работать эта структура и в чьих интересах. А еще меня интересует, для того, чтобы санкции были полноценные, наверное, все-таки давно уже надо было объявить о подозрении за финансирование терроризма, который обвинил Зеленский Медведчука. Обвинение есть,
публичное. Санкции есть публичные. А вот документального обвинения со стороны прокуратуры никто не видит. И меня это очень сильно смущает. Как же так? То есть финансист террористов ходит в парламент, голосует за законопроекты, принимает участие в законотворческой деятельности. Вы не видите здесь никакого противоречия? То есть в таких случаях надо либо крестик снять, либо трусики одеть. Я бы хотел увидеть реакцию, где подозра Медведчуку. Или вопрос все-таки несколько в другом. Вопрос в контроле за этим продуктопроводом и вопрос в каких-то играх политических. Ну, посмотрим. Время еще есть, в общем-то. Аналогично. Сегодня офис президента сделал заявление о том, что готовится телефонный разговор с Джо Байденом. И вот давайте попробуем представить, о чем могут говорить президенты и почему этот разговор состоится только, а не состоялся раньше. Нет ли в этом какого-то сигнала не очень дружественного для Украины? Я проведу одну параллель, достаточно интересную. Джо Байден не звонил достаточно долгое время в Израиль Биби Нетаньяху, который являлся фактически чуть ли не другом Трампа, и в то же время был, и остается Израиль стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Не звонил. И после одного твита публичного представителя Израиля в США, который вызвал фурор, что говорит, пора бы уже своему главному партнеру и позвонить в Израиль, произошел звонок. Они очень долго общались, все нормально, все хорошо. Байден, этот вопрос прошел. А вот тут сколько ни говорили, что надо звонить в Украину, видимо, тоже есть какие-то определенные моменты. Может быть, то, что во времена Зеленского и при его инициативе его генпрокурора были возбуждены уголовные дела у Байдена. Может, потому что риторика пропрезидентской партии в лице определенных лидеров ее с трибуны Верховной Рады, когда они требовали создать спецкомиссию по Байдену, и заявление о переговорах Байдена с Порошенко, которое потом выяснилось, что это российская технология вброса, то вот здесь, конечно же, Украина, наверное, не очень тепло воспринимает у Байдена сейчас, именно у Байдена. Но Байден взвешенный политик, и он президент Соединенных Штатов Америки, а не просто Джо Байден, обычный человек, который обиделся. Поэтому он преодолеет, конечно, этот вопрос, и звонок будет. Украина важна как территория, которая стратегически важна Соединенным Штатам Америки. Но надо, чтобы не только территория была важна, а важна еще также, чтобы был и наш вектор. Чтобы Соединенные Штаты Америки помогали нам двигаться в этом векторе и обеспечили определенную защиту, которая нам необходима от России. А это возможно только при близких дружеских взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки. Если наша администрация и в парламенте, и в офисе президента опять не начнут творить какие-то чудеса и не поссорят нас с обоими партиями и президентом. Этого можно ожидать, что они возьмутся за голову. Но можно ожидать и другого, что очередной какой-нибудь факап в исполнении Зеленского или его окружения приведет к очередному охлаждению отношений. Никто не удивится. Хотелось бы все-таки, чтобы державность не взяла верх над их некомпетентностью. Я подбираю слова, потому что на самом деле хочется сказать совершенно другое. Имеется в виду то же самое, но более жестко. Но в эфире нельзя. Поэтому держим. И последнее. Байден будет говорить о том, что Зеленскому необходимо определиться с вектором развития государства. Оставить в покое антикоррупционные органы, перестать пытаться их взять под контроль, чтобы им мешать мешать пресекать коррупцию и проводить все дела. А также расправляться через антикоррупционные органы, Зеленский, видимо, так рассматривает, с оппозицией. Байден будет за это ему говорить ню-ню-ню. Это мое предположение. Вторая вещь, которая будет. Байден скажет ему то же самое, что ему сказали в прошлом году в Лондоне. О том, что в его окружении слишком большое количество пророссийски настроенных людей, а также его окружение состоит из олигархических слуг и людей, близких к российским спецслужбам. И про это тоже скажет, скорее всего, корректно, но скажет. И намекнут, что неплохо бы все-таки, чтобы президент был проукраин, а не проолигархический, а пророссийский с точки зрения внешней политики. Ну и последнее, ему скажут про одну вещь. У нас мир очень прагматичный.
давайте найдем точки соприкосновения. И Зеленский должен быть готов предложить какие-то интересные проекты, которые бы интересны были Америке. Потому что помогают тем, кто интересен. Израиль стал оплотом США на Ближнем Востоке, но проводит абсолютно независимую политику, которая координируется с Вашингтоном в определенных моментах. Украине надо понять, что нужно ввести свой вектор, но искать точки соприкосновения, которые будут взаимовыгодны как Вашингтону, так и Киеву. Кстати, о разговоре о агентах Кремля в окружении президента, о пророссийских настроенных товарищах, ну и о тех, кто просто запятнал себя во время Майдана. Очень интересная позиция по Татарову. Вам не кажется, когда вокруг общества возмущено, уже приводятся факты и доказательства его участия в разгоне, ну, скажем так, в информационном прикрытии милицейского беспредела, который происходил в 2014 году. И это наверняка как-то и влияет на рейтинги самого президента негативно. И тем не менее президент очень редко реагирует на эти выпады и не увольняет Татарова. Вот с чем бы это было бы связано, не знаете? Знаю. Расскажите. Кадровым кризисом. Кадровый кризис у Зеленского настолько велик, что он будет держаться за любого, кто может помогать ему решать определенные вопросы через правоохранительные органы. Надо напомнить, что Татаров занимается координацией взаимодействия с правоохранительными органами. Через Татарова протягиваются нужные решения или же, скажем так, лоббируются определенные интересы в правоохранительных органах. Это его специфика. Соответственно, больше ни у кого Зеленского нет. А адекватные к Зеленскому нет. Все очень просто. Я вам больше скажу. Когда назначают главой области 29-летнего экс-шоумена Скичко, который опыт работы, доведения корпоративов, ведения Евровидения, и Возрекалова, человек никогда не занимался управленческой деятельностью, это о многом говорит. То же самое говорит и о том, что на сегодняшний день, кроме Татарова, видимо, никто из профессионалов, а Татаров профессионал, надо признавать это, никто из профессионалов идти не хочет. Или хотят идти еще более замаром. Понимаете, у Зеленского сейчас дилемма. К нему готовы идти те, которым безразлична репутация во имя денег и определенный крик. А те люди, которые дорожат репутацией, но которые могли бы что-то сделать, они не хотят сотрудничать с Зеленским, или же они не могут найти точки соприкосновения, при которых Зеленский их слышал, и не происходил бы какой-то конфликт внутри. Например, несколько дней назад стало известно, что господин Кошман, глава офиса реформ, глава внутреннего офиса президента, реформам подал в отставку, потому что он написал правильную вещь. Мне кажется глупо ходить на Банковую, работая на банк. Имеется в виду выходить на протест на банк. По Стерненко и по всем остальным. То есть на сегодняшний день он выходит на протест, и он видит противоречие в этом. Соответственно, он подал в отставку. И это нормальная реакция, потому что люди начинают достаточно серьезно относиться к репутационным рискам и понимают, что жизнь сегодня не закончена. На Банковой остается все больше и больше людей, которые заинтересованы просто в финансировании, в деньгах, и карьера их интересует поскольку придет власть, они совершенно спокойно, надо будет, снимут вышиванки, оденут косоворотки, надо будут, снимут косоворотки, оденут какой-нибудь мундир, что угодно. Они быстро перекрашиваются, легко меняют позицию и меняют идеологию. Но они хороший функционал. Такое тоже есть. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Борислав Береза, депутат 8-го созыва, был с нами в эфире. Мы продолжаем наш марафон, и я напоминаю, что вы можете подключиться к нашему эфиру, задав свои вопросы, позвонив по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах. Можно сделать и по Вайберу, и по Скайпу, поставить вопросы как и нашим гостям, нашим собеседникам, так и высказать свое мнение о ситуации в Украине, в оккупированном Крыму, или по поводу нашего телеканала, потому что история с нами продолжается. Выхода из ситуации пока не видно, в том плане, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий продолжает настаивать на своем, о том, что нужно проводить какие-то конкурсы и тендеры. Хотя
непонятно, что за конкурсы, в чем нужно конкурировать, в количестве, с кем мы должны конкурировать, рассказывая об ситуации в оккупированном Крыму, с кем мы должны соревноваться, кто больше покажет новостей об арестах или сделает это как-то более ярче и смотрибельнее, с элементами каких-то развлекательных шоу. Там, я не знаю, как это вообще можно себе представить, если этим занимаются всего несколько СМИ в Украине, и некоторые из них не рассчитывают на государственную поддержку. Ну, то есть, что такое конкурс и почему при словах «мы готовы поддержать телеканал АТР», мы считаем его работу очень важной и нужной, этого до сих пор не сделано. А создаются такие условия, которые, наоборот, эту помощь отодвигают на неопределенное время. Ну, как мне подсказывают редакторы, с нами на связи уже Александр Павліченко, исполнительный директор громадської спілки «Українська Хельсінська спілка справ людини». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Вы сегодня участвовали в пресс-конференции, в презентации, скажем так, очередного информационного сообщения в офис прокурора Международного уголовного суда по кейсу, связанным с преследованием журналистов в оккупированном Крыму. Что в этом кейсе? Расскажите нам, пожалуйста. Речь идет об очередном предоставлении материалов в Международный уголовный суд, в котором акцентировано внимание на теме журналистов, которых преследовали в оккупированном Крыму, начиная с 2014 года, нынешнее время. И вот мы представили, во-первых, практические случаи, которые были задокументированы, начиная вот с этой даты оккупации Крыма, то есть конец февраля 2014 по конец 2020 года. Все случаи были представлены систематизированно в соответствии с требованиями, которые выдвигаются по отношению к такого рода замышленным представлениям в Международный уголовный суд с акцентом на том, что в этих ситуациях мы видим нарушение международного гуманитарного права стороной оккупантом и, в частности, преследование журналистов, разные формы преследования, как то запрет на профессию, уголовное преследование, физические запугивания или, наоборот, физическое воздействие. То, что приводит к выезду из Крыма, прекращению журналистской деятельности. И, собственно говоря, это как бы все в комплексе показывает вот эту сторону гибридной войны, которая связана с тем, что оккупационная власть в Крыму на сегодняшний день полностью стремится вытеснить инакомыслие, которое не принимает оккупацию, и другую точку зрения, которая является объективной, которая связана с просто раскрытием ситуации, освещением ситуации. И вот в частности и тот же Николай Семена, который принимал участие, был жертвой, пострадавшим от этой репрессивной политики, и Ирина Седова, которая точно так же принимала участие, они оказались такими живыми примерами того, каким образом преследуются другие взгляды, которые не совпадают с взглядами оккупационных властей. И которые, собственно... Я вас, извините, переверните, пожалуйста, телефон, а то мы смотрим на ваше горизонтальное изображение. И телефон почему-то там. Вот так хорошо. Да, выключается, да. И смотрите, в этом сабмишене представлено все, что расследуется на национальном уровне в правоохранительных органах. Прежде всего, это органы прокуратуры, АРК и следователи других правоохранительных органов, которые все вместе собрали информацию и показали, что можно сделать, какие уголовные дела заведены и как они расследуются, насколько можно это расследовать и как привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих преследованиях. И
указано, почему, собственно, обращаемся в международную инстанцию, поскольку на сегодняшний день исчерпаны все возможности проведения следственных действий, судебных разбирательств, и нет возможности привлечь при помощи национальных инструментов, завершив расследование, виновных к ответственности. И в связи с этим это и есть основание при использовании принципа комплементарности, который заложен в деятельности Международного уголовного суда, со ссылкой на это, соответственно, и отправлено сегодня будет вот это фактически информационное сообщение в МУС. И мы надеемся, что это как бы усилит доказательную базу нарушений, которые осуществляются страной-оккупантом. Ну, насколько я понимаю, это всего 21 уголовное производство по 40 фактам преследования журналистов. Там, да, это начиная с первых моментов захвата передающих центров и гостелерадиокомпаний, которая находилась. Наверняка там есть факты похищения журналистов и держания их там в подвалах какое-то определенное время. Надеюсь, что в этом кейсе есть и истории, связанные с журналистами нашего телеканала. Например, как уголовное преследование нашей ведущей Гульсум Халиловой, которую обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании. И она там объявлена террористкой в Крыму. А что добавилось в этом 10-м информационном сообщении? Какие новые кейсы есть в этом деле? Александр, вы с нами на связи? Да, я с вами на связи. Здесь телефон начинает фокусы подхватывать. Смотрите, все эти случаи, которые вы перечислили, они представлены вот здесь и в этом информационном сообщении. Есть приложение к этому сообщению, и в нем перечислены все вот эти случаи с поименным указанием и описанием каждого из отдельных случаев с оценкой соответствующей, в чем мы видим нарушение не только национального законодательства, а прежде всего норм МГП, международного гуманитарного права. И вот те конкретные ситуации, которые были указаны вами, в частности, связанные с похищениями, с незаконным лишением свободы, с способами и методами физического воздействия, запугивания и фактически то, что привело к вытеснению с Крымского полуострова, переезду целых редакций, выезду. Это захват радиочастот, в частности, о котором говорилось. И, собственно говоря, это уже элемент для межгосударственного точно так же спора. Мы указывали и на финансовые потери, которые исчисляются сотнями миллионов гривен. Это заявлено было национальным нашим НТКУ органом, регулятором в сфере распределения радиочастот и контролем за соблюдением правил эфирным на этих радиочастотах. Собственно говоря, это все тоже было представлено как доказательство того, как осуществляется вот эта политика, которая, собственно говоря, не коррелирует с нормами соблюдения того же международного права, в частности, и конкретно касается нарушений норм МГП, международного гуманитарного права. Благодарю вас, Александр, за то, что были с нами на связи. Александр Павличенко, исполнительный директор Украинской Хельсинской спилки по правам человека, был с нами на связи. И говорили мы о том, что вместе с правозащитниками прокуратура Автономной Республики Крым подготовила 10-е информационное сообщение в Международный уголовный суд по кейсу, связанным с преследованиями журналистов в оккупированном Крыму. Поговорим мы сегодня и о других новостях. Это и события в Ереване. Там назревает очередная то ли революция, то ли переворот. Военные призывают свергнуть премьера Никола Пашиняна после того, как публично разгорелся скандал между ними и представителями Генштаба. Поводом для этого стали, как ни странно, российские «Искандеры».
которые по оценкам Пашиняна оказались неэффективны во время войны в Нагорном Карабахе. В Генштабе с этим не согласились, и там после того Николай Пашинян уволил некоторых чиновников из этого генерального штаба. Те, в свою очередь, призвали отправить в отставку премьера, назвав его фактически человеком, который не может реалистично и адекватно реагировать на ситуацию в стране. И вот сейчас там центральные улицы заполнены людьми. Николай Пашинян всех своих сторонников призвал выйти на площадь, чтобы поддержать его. Чем закончится эта история, мы будем внимательно следить. И, возможно, сможем еще и поговорить об этом с юристом, и правозащитником, и уже, можно сказать, и журналистом Марком Фейгиным. Наши редакторы пытаются с ним сейчас связаться. С ним мы поговорим и о ситуации, связанной со строительством Северного потока-2. Появились, оттуда приходят каждый день новости, которые как бы намекают на то, что эта стройка может быть и остановлена. Вчера мы говорили о том, что страховая компания Munich Re Syndicate прекратила сотрудничество с компаниями, которые ведут строительство Северного потока. Вот мы можем послушать их заявление. Nord Stream 2 и нашей дочерней компании Munich Re Syndicate прекращены. К сожалению, мы не можем прокомментировать причины этого шага. Сегодня появилось еще сообщение от Елены Зеркаль, юриста и бывшего замминистра иностранных дел. Она на своей странице в Facebook написала, что появилась первая ласточка от участников консорциума Северного потока-2, немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одной из 5 участников проекта, заявила о завершении финансирования Северного потока-2 из-за санкций США. Компания вложила в проект 730 миллионов евро, о чем говорится в ее годовом отчете, а дальнейшие выплаты не планируются. Об этом написала Елена Зеркаль. И вот, как мне уже подсказывает Марк Фейгин с нами на связи, сейчас попробуем обсудить, чего ждать от этой ситуации. Будет закончен Северный поток? Не будет закончен? Добрый вечер, Марк. Здравствуйте, да. Рад видеть. Как вы анализируете эту ситуацию? Как вы ее видите? Ну, смотрите, ситуация сложная в том ее смысле, что есть желание достроить Северный поток не только у Москвы, что понятно, но и европейских партнеров. Это уже твердое, ясно выраженное желание, заявленное многократно и немецкой стороной, поддержано рядом европейских стран, ну, видимо, заинтересованных в получении этого газа через трубу Nord Stream 2. Это и Франция сделала такое заявление, ряд других. Поэтому остаются только Соединенные Штаты, где Конгресс принял санкции в отношении Северного потока. Но они, я хочу подчеркнуть, далеко не все введены действиями новой администрации Байдена. И поэтому это вызывает некоторое напряжение. Одним из главных лоббистов санкций в отношении Северного потока является Тед Круз, сенатор. И он возглавляет, собственно говоря, кампанию, ну не только он, конечно, но все-таки кампанию по прекращению функционирования Северного потока-2. Но пока ситуация складывается очень негативно, потому что из администрации Байдена слышится явственный призыв к европейским партнерам, что да, с одной стороны, мы как бы против достройки Северного потока, но санкции в отношении европейских именно компаний, а не российских, применять не собираемся. Вот в разном виде, в разной фразеологии, но это было сказано. А при такой ситуации у Москвы появляется шанс достроить Северный поток, потому что «Фортуна» судно, оно уже внесено в санкции, которые, собственно, занимаются сейчас досроком 10 судов.
находится в зоне строительства вот этих 140 оставшихся километров на глубине свыше 30 метров. И шанс достроить у них появляется в этой ситуации, несмотря даже на санкции. Если он будет достроен, это будет проигрышем американской дипломатии? Это будет серьезный удар по позициям Соединенных Штатов? Вы знаете, в первую очередь будет удар и экономический, и политический по Украине. Это безусловно, да. Да, что касается американцев, ну, видите как, тоже странно получается. Дело в том, что в период предвыборной кампании Байден говорил, что ему нужно снова восстановить отношения с союзниками, и Германия главный партнер в Европе, это безусловно, что нужно дать им понять, что евроатлантическая солидарность в рамках НАТО и по другим вопросам, она не пустой звук, и что при Трампе она сильно игнорировалась. Это совместная работа по разным направлениям. И уступкой они видят европейским партнерам именно возможность согласиться с достройкой Северного потока. Вот, к сожалению, именно это стало ключевым моментом. И если вы видели, слышали в последнее время, когда обсуждали санкции в отношении истории с Навальным, то подчеркнуто было, что с Северным потоком история выводится за рамки. И это говорили не только европейцы, но и американцы. Отдельные американские представители говорили, ну да, конечно, связывать эти вещи сложно. Поэтому это не проигрыш для американской дипломатии. Я бы сказал так, что можно было ожидать такого зигзага со стороны американцев, которые не будут давить на европейцев, для того, чтобы, как говорится, восстановить эти отношения. А вот для всех остальных это будет большой проблемой. Поживем, увидим, как говорится. Еще одна тема, о которой хотелось бы с вами поговорить, это события в Ереване. Там люди вышли на улицу в защиту Николы Пашиняна, премьер-министра. Он их призвал после того, как произошел, как заявил сам премьер, попытка военного переворота. Вот давайте послушаем, что Пашинян заявил на площади Свободы. Как избранник народа Армении, как премьер-министр Армении, мой указ всем служащим армянской армии. Господа, занимайтесь вашим делом и защитой территории Армении. Это мой указ, никто не может перечить этому. Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление главного штаба военных сил Армении – это попытка военного переворота, и народ не позволит этого. Ну, сейчас в СМИ это подается как реакция военных на заявление Пашиняна о российских «Искандерах», которые оказались неэффективны. Но не стали ли просто это заявление поводом для попыток снять Пашиняна со стороны России? Потому что, вот как мне известно, турецкие СМИ оценивают эту ситуацию очень просто, что Пашинян более привержен, скажем так, европейским демократическим ценностям, ну это очень утрированно, да, скажем так, а армянские военные, они заинтересованы в поддержке России, потому что многие из них учились в академиях в России, понимают, что им нужна какая-то там связь с Россией, поддержка, без нее у них ничего не получится. В этом нет никаких сомнений, что это все инспирировано Москвой. У меня нет никаких сомнений. Об этом и говорилось в период событий в Закавказье, когда шла война за Карабах, что одной из причин, я думаю, конечно, не единственной, но одной из причин была та, что Москва не желает поддерживать Пашиняна и делать хоть что-нибудь, чтобы спасти ситуацию с Карабахом, ввиду того, что у власти находится Пашинян. И не хочет усиливать Пашиняна, потому что он пришел на волне, скажем так, народного возмущения и нарушил как бы слово, поскольку привлек к ответственности прежний карабахский клан Кочеряна, Саргсяна и другие представители руководства. Вопреки слову данному якобы Путину. Мы не знаем, мы с вами присутствовали, что они там договаривались. Но то, что Путин ненавидит Пашиняна, у меня нет никаких сомнений. И более того, я даже скажу, что, может быть, даже не в этот раз,
потому что какая-то хлипкая попытка переворота, прямо скажем. Потому что мы помним, что того же Петросяна, знаете, свергли в один день. Спокойно и не напрягая. Вот. Если бы хотели, наверное, свергли, но я не вижу у Пашиняна серьезных возможностей остаться у власти. Вот я их не вижу. Почему? Потому что, вы знаете, потому что вся политика армянская в нынешнем виде, особенно после последствий этой войны в Карабахе, она полностью целиком зависит от Москвы. Без Москвы, без России им ни одному из представителей политического руководства там не удержаться. Есть и другие факторы. Например, диаспора, ну точнее, она даже больше. В России живет 5 миллионов армян, а в Армении их, там, дай бог, 2 миллиона. Да? Но поддержка их — это тоже важный факт. А они все настроены про Путина. Практически на 90% армянская община настроена пропутински. Я имею в виду в России. Там не в Украине по-другому, в других по-другому. Но в России это именно так. И поэтому, собственно, Пашиняну не на кого опереться. Да, Запад мог бы стать такой опорой, но у него такое геополитическое положение у Армении, что использовать практически поддержку там, Соединенных Штатов, Франции, ну, понятно, традиционных симпатизантов Армении, практически невозможно. А как? Поэтому я думаю, что у Пашиняна шансов удержаться очень-очень немного. Как, на ваш взгляд, будут развиваться события? Во что это может вылиться? Вот сегодняшние митинги, шествия по Еревану. Вы понимаете, армия ведь тоже, она неоднородная. Поэтому, с одной стороны, они, может быть, и решили проблему с Пашиняном, повесив на него вину за то, что утратили Карабах. Не потому, что только он виноват. Там дело не в этом, а просто так проще, так удобнее. Во всем виноват Пашинян. Пусть он уходит, и будем считать, что мы переворачиваем эту страницу, придет кто-то другой, а Пашинян на нем, несмотря на то, что он всего 2 года находился у власти с небольшим, вся будет ответственность за утрату территории в Нагорном Карабахе. И поэтому, с моей точки зрения, просто так всем удобнее. И развиваться они будут гораздо медленнее, потому что если бы армия полностью, целиком приняла бы решение об устранении Пашиняна, его бы уже нет, уже вылетел бы. Но я думаю, что там просто ситуация пока неоднозначная. Будут какие-то волнения, но в конечном итоге решать будет. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Марк Фейгин, публицист, юрист, был гостем нашего эфира. Эта часть марафона подошла к концу. Буквально через несколько секунд в эфире Заман. А я напоминаю, что вы всегда сможете нас поддержать в наш традиционно сложный период. Но, тем не менее, мы очень рассчитываем на вашу поддержку, в том числе и моральную. Пишите, звоните. До новых встреч.